Исәнмесез, кадерле дуслар. Сезнең белән яңа очрашуларга без бик шатбыз. Мы начинаем всероссийский этап конкурса «Татар кызы 2015». Һәм бүген бер бәйгедә катнашучыларның беренче очрашуы турында сөйләшәкбез. Нас ждет путешествие в столицу Республики Татарстан. Ведь именно в Казани понимаешь, насколько богата и прекрасна татарская культура. Без юлга чыгабыз. Смотрите сегодня в программе. Ингматурлар һәм сәләтлеләр. Казань встречает участниц всероссийского конкурса «Татар кызы». Сөембикә манарасы серләре. Откроют ли татарочки тайну легендарной правительницы Казанского ханства? Казань по праву считают одним из самых красивых городов Европы. В причудливом узоре здесь переплелись прошлое и будущее. Современная и молодая столица Республики Татарстан всегда помнит о своей истории. Одной из ее страниц стала встреча участниц первого всероссийского конкурса «Татар кызы». Самые красивые и самые талантливые татарочки из разных уголков страны еще не успели познакомиться друг с другом. Они волнуются, ведь это их первая встреча. Впереди 3 удивительных дня, которые навсегда изменят их жизнь. Как и все гости столицы Республики Татарстан, они влюбились в этот город с первого взгляда. Центр Казани – это знаменитый белокаменный Кремль, главный символ татарской культуры. Первые постройки появились здесь еще в далеком X веке. В XII Кремль – это своего рода крепость. В XIII – это центр Казанского ханства. Именно здесь вершилась история татарского народа. Временами трагическая, но без сомнения великая. Когда была построена знаменитая башня Сюембике, ученые до сих пор не знают. Это вообще одна сплошная загадка, как и единственная женщина, правившая Казанским ханством и подарившая башне свое имя. Сегодня участница конкурса попытается приоткрыть завесу тайны. Сюембике татар халкының иң яраткан ханбикәсе. Сөембикә бүтән кызлар арасында иң матуры булып санала. Сөембикә сылу, шибәр, акыллы ханбикә. Ул татар халкының йөрәгендә мәңге яшәр. Иосиф Бекхэм Нугайның башка марзалары Сөембикәне үзләренә кайтаруына Иваннан сорыйлар. Сафагәрәй хан белән Сөембикә бер-берсен бик яраталар. Аларның уллары туа. Үтәмәшкәрәй. Сөембикә татар халкының горурлыгы, аның намусы. Ул гүзәллек үрнәге булып санала. Тарихта, әдәбиятта гүзәл, мөлаим, кешелекле һәм акыллы хатын итеп сурәтләнә. От прошлого к настоящему. Трудно поверить, что мечеть Кул-Шариф, которую считают одной из самых красивых в мире, была построена всего 10 лет назад, в год тысячелетия Казани. Уж очень органично она вписалась в кремлевский архитектурный ансамбль. Как и в былые времена, мечеть – это центр не только духовной, но и культурной и даже научной жизни. В Кул-Шарифе расположено несколько богатейших музеев. Этот эпизод заранее никто не планировал. Участницы конкурса встретились с муфтием Республики Татарстан Камилем Семигулиным и имамом-хатыбом мечети Кул-Шариф. Сегодня удача на их стороне. А к этой встрече все ее участники готовились основательно. Почти год назад председатель Всемирного конгресса татар Ринат Закиров с радостью поддержал идею проведения всероссийского конкурса «Татар кызы». А сама идея родилась в Челябинске, выросла, окрепла и стала реальностью. Мы очень гордимся вами, и нам бы очень хотелось, чтобы каждый из вас достойно представила свою область, свой народ, и глядя на вас, чтобы весь татарский народ радовался. Я хочу всем пожелать, конечно же, успехов, удачи, чтобы вот эти незабываемых 3 дня, которые вы проведете в Казани, оставили очень большой след в вашем сердце.
Сегодня уже безо всяких сомнений можно сказать, конкурс объединил татар всей страны и позволил по-новому взглянуть на свою национальную культуру. Яшьләр арасындагы мондый бәйгеләр бик кирәк. Без Чиләбиләргә бик рәхмәтле. Алар бу конкурсларны ничек дип әйтик, безнең тормышыбызга керттеләр. Инде хәзер алар артыннан башка төбәкләрдә дә шушындый конкурсларны уздырып, менә бүген инде 14 төбәк үзләренең җиңүчеләрен билгеләп, биргә Казанга вәкилләрен җибәргән. Участницы конкурса покидали эту встречу вдохновленными и готовыми к новым подвигам, а подвиги не заставили себя долго ждать. Первое испытание всероссийского конкурса «Татар-кызы» пройдет на знаменитой Бауманке. Участницам за 5 минут предстоит собрать как можно больше голосов в свою поддержку. Убедить жюри будет непросто, поэтому важно не только количество, но и доводы голосующих. Как объяснить это ни о чем не подозревающим прохожим, каждая из них решит сама. Мен быйыл участвую конкурста «Мин татар кызы». Сез ничек уйлыйсыз? Мин җиңә аламмы бу конкурста? Шулай эшләп бере күрсәгез җиңәрсез Алла бирсә. Шулай өметтә. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Не могли бы вы отдать свой голос за меня и убедить нашу уважаемую жюри, что я самая достойная из конкурсанток? Голосуйте, пожалуйста, уважаемый жюри, за Алису. Она действительно самая талантливая, самая лучшая конкурсантка. Татарча әйтергәндә. Татарча әйтегез. Мин үзем тавышны сезгә бирәм. Рәхмәт. Исәнмесез, гафу итегез, сез татарча сөйләшәсезме, русча? Секундочку, можно, пожалуйста? Как вы думаете, я похожа на татар-кызы? Я финалистка конкурса «Татар-кызы 2015». Да не стесняйся. Как вы считаете, какая должна быть татар-кызы? Я достойна победы, скажите, пожалуйста. Как ты считаешь, я достойна выиграть этот конкурс? Надо постараться. Ну, вы по-татарски разговариваете, я думаю, да? Да, мин Анжела Абдрашитова булам, Себердән килдем, Төмән өлкәсеннән. Вы меня поставили в тупик. Проголосуйте, пожалуйста, за меня. А почему за вас? Вот Камчатка за вас проголосует и Казань. Алиса самая замечательная девушка, очень симпатичная, у нее очень красивые сережки. I vote for Alisa. Поддержите меня, отдайте мне свои голоса, пожалуйста. Я отдаю свой голос Алие из Челябинска. А что сказать надо? Я отдаю свой голос Алие из Челябинска. Проголосуйте за нее. Здравствуйте. Дайте мороженое только девчонке отдам. Хорошо. Достойна ли я победы? Достойная победа. Что это? Тело хорошее. Вау. У вас такие необыкновенные глаза. Глядя в них, ну прям так и хочется, ну не знаю, стихи читать. Сіз бик матур күренәсез, сөйкемле мөлаем һәм татарча чиста сөйләшәсез. А если я не отдаю, я хочу, чтобы была казанская девушка. Я где-то вас видела. Да? Где, интересно? Да, меня зовут Эльмира Калимульна. Здравствуйте, очень приятно. И мне тоже. Давайте спойте мне тогда что-нибудь, ну хотя бы маленький кусочек на татарском языке. Эх, алма агачлары, сайрый сандук агачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Можно вас обниму? Конечно. Когда встречаются люди, близкие по духу, они могут говорить бесконечно. И этому разговору, казалось, тоже не будет конца. В завершении встречи Эльмира Калимуллина обещала, что обязательно приедет в Челябинск 16 октября на финал первого всероссийского конкурса «Татар-кызы». Только одного взгляда достаточно, чтобы всем сердцем полюбить этот город. Казан шотландырада, оптыратада белә. А у наших участниц, кстати, будет целых 3 дня. И поверьте, Казань приготовила для них немало сюрпризов. Тик булар турында без киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Очрашканга кадар. Сау булыгыз. Смотрите в следующей программе. В руках женщины судьба народа. Татар халкының тарихы сахифалары.
один из самых живописных районов Казани. Татар бистасина саяхат. Секреты татарской кулинарии. Иң тамле тухмашны Казанда киселер. Смотрите нас каждый вторник и пятницу на канале ОТВ.